شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Знаете, вот иногда спрашиваю себя. Представьте тех сахабов, которые отдавали жизнь за эту умму, за Аллаха. Представьте, если бы они смогли увидеть это поколение сейчас. Если бы увидели, за что они жизнь отдавали. Что бы они тогда почувствовали? Вы только это представьте. Вот давайте просто представим эту ситуацию. Представьте, вы встретили Хамзу, роды Аллаху Тааля ань, и говорите ему: Хамза, просто посмотри, брат. Идем, брат, подойди на минутку. Хочу показать тебе умму, за которую ты жизнь отдал. Посмотри на их положение, как они проводят месяц Рамадан. Не разочарует его это, как думаете? Представьте, как его это заденет. И, мои братья, я вам все это говорю не то, что... Иной раз говорю братьям: старайся изо всех сил, не трать время, оставь телефон, возьми Коран. И иногда брат говорит: да, брат, знаю, мотивации хватает на пару дней, но не на 30 дней. Так 30 дней, они пролетят, они пролетят. Но из-за того, что у нас нет программы, нет расписания, нет богобоязненных людей вокруг, с которых пример можно брать, посоветоваться с ними, что мне делать, как мне день проводить. То есть каждый момент. В первые 10 дней чего нужно достичь? В следующие дни что? Брат, этого ничего нет. Только слова, только слова. Поэтому, когда месяц Рамадан приходит, первые несколько дней братья молятся там, потом что? Уходят. Грешат опять, будто Аллаха больше не существует. Коран закидывают на полку. Исчезли все. Где мы теперь? Мы в кальянных барах. Тусуемся там. Да-да-да, халяль, 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 братья. Наслаждайтесь, наслаждайтесь. Не говорю, что харам. Не хочу, чтобы потом говорили: Хобла сказал, это харам. Нет, нет, нет. Наслаждайтесь, иншаллах. Получайте удовольствие. И так весь месяц. Месяц, когда врата рая открыты. Врата ада закрыты. Милосердие Аллаха повсюду. Каждую ночь. Вы это знаете? Каждую ночь в месяц Рамадан Аллах Субханаху ва Тааля смотрит на свою умму и выбирает. Он выбирает группу людей и говорит: ты, огонь ада стал запретным для тебя навсегда. А ты где был этой ночью? Каждую ночь в месяц Рамадан. Мой шанс, моя возможность. Представь, Аллах выбирает. Аллах выбирает каждую ночь в месяц Рамадан. Выбирает людей и говорит им: ты, огонь ада для тебя стал харам навсегда. А ты где был этой ночью? Где? А мы куражились. В тот ресторан пойду, в этот ресторан, в тот бар, в этот бар, в то кафе, в это кафе. Как будто месяц Рамадан – это большая вечеринка. Вот сейчас идешь по улицам мусульман в месяц Рамадан. Да-да-да, снаружи выглядит очень классно. Но вы не представляете, сколько. Вот смотрите, шайтан трудится в поте лица. В месяц Рамадан у него, конечно, каникулы. В любом случае, шайтан закован в цепи в месяц Рамадан. Но поверь, дорогой брат, он вот так вот сидит, откинувшись, кофеек попивая, смотрит на нас и смеется. Знаешь почему? Это как вентилятор. Вот если раскручивать вентилятор, то даже когда отпускаешь, он по инерции будет еще долго крутиться. И, дорогой брат, шайтан тебя так раскрутил за предыдущие 11 месяцев. Так он вами и мной играл, что, поверь, теперь он может тебя оставить не то что на Рамадан, хоть на полгода, а ты таки будешь грешить по инерции. Почему, да, автопилот, дорогой брат? Но когда до мирского доходит, мы все понимаем. Иногда, когда я вот так говорю, братья говорят: ну грубо ты, что ты хочешь сказать, я повеселиться не могу? Я говорю: брат, забудь обо мне. Если какой-нибудь банк здесь, местный банк, если местный банк позовет тебя, скажет: о, уважаемый Мухаммад Хан, как бы тебя ни звали, брат, субханаллах, мы тебя выбрали по базе данных. Сегодня банк щедрый. Мы тебя выбрали из нашей базы. Мы хотим, чтобы ты пришел в банк сегодня. Мы тебя отведем вниз в наш сейф, откроем его и дадим тебе 2 часа, уважаемый.
У тебя будет 2 часа, уважаемый. Спускайся в сейф. 2 часа. Будь добр. Бери все, что хочешь, сколько хочешь. Кто-то из вас уже улыбается. Мол, какие там 2 часа, мне и полчаса хватит. Почему? Да потому что ты понимаешь деньги, братишка. Если банк даст мне 2 часа и скажет, бери, что хочешь... Дорогой брат, я позвоню каждому члену своей семьи. И скажу, приезжайте на грузовиках, спускайтесь с мешками, со всем, чем можете. Вот я тебя спрошу, если тебя в сейф банка пустить на 2 часа, будет у тебя время на телефон ответить? Может, я псих? Помогите мне, честно. У тебя время будет на телефон ответить? Типа, зачем в крайности пускаться? Ответь, брат, это ж телефон. Если банк тебе 2 часа даст. 2 часа, братишка. 2 часа, куча времени. Сейф банка. Это ж не футбольное поле, банковский сейф. 2 часа. Я тебе говорю, если тебе мама позвонит, ответишь на телефон? Будет у тебя время в интернет зайти посмотреть, что там? Переписываться будешь? Покушать присядешь? Вот как это понимать? За деньги ты бросишь все, а ради Аллаха не бросишь. За деньги? Нет времени на кого, нет времени на детей. Я уверен, все вы согласитесь. В эти 2 часа не захотим видеть ни жену, ни детей. Ничего, правильно? Вы согласны? Это мы понимаем. А в месяц Рамадан какой там сейф? Аллах говорит, врата рая открыты. А врата ада закрыты. Просите меня о чем хотите. А где община? Где мы? Тем вечером был прекрасный ифтар, брат. Замечательный ифтар. Ифтар халяль или харам? Халяль? Халяль, халяль. Не хочу, чтобы вы ушли и сказали, Хоблс в мечети сказал, что ифтар харам. Нет-нет, полный халяль. Но вы знаете, как и я. Большинство наших ифтаров, большинство их. Где ты читаешь магриб? Когда тебя кто-то пригласил домой и настал ифтар, где ты читаешь магриб? Скажите мне честно. Ага, дома. Вот, последние 3 года говорил братьям, брат, в месяц Рамадан надо читать магриб в мечети. Они на меня так смотрели, будто я курю что-то особенное, какой-то австралийский эксклюзив. Брат, ты хочешь, чтобы я читал магриб в мечети? Да, мой брат. В месяц Рамадан тебе нужно читать магриб в мечети. В месяц Рамадан, когда весь мир сидит дома, сидит в ресторанах. Да. Брат, телефон выключи, пожалуйста, чтоб не мешал никому. Да, в месяц Рамадан, когда все дома, с семьями, с друзьями. А в мечети здесь всего 2-3 человека стоят. Вот где тебе надо быть, брат. Хочешь вкусить месяц Рамадан? Попробуй. Я даже бросаю тебе вызов попробовать. Заключи с собой договор в этот месяц. Иншаллах, в этот Рамадан пообещай себе, что каждый магриб я разговлюсь 3 финиками в мечети. Я почитаю свой магриб намаз и почувствую разницу, брат. Начни приучать свою жену и детей и приучать своего монстра, эго, что Аллах и его посланник превыше всего. Прочувствуй это, брат. Ты пришел в мечеть, и никто не ест. Все дома. А в доме Аллаха что? Видите, братья, когда ты с Аллахом, ты особенный. Чтоб поклоняться Аллаху, когда все поклоняются. Тебя это особенным не делает. Почему тахаджуд так важен? Почему Аллах говорит, что в последнюю треть ночи Он спускается на ближайшее небо? Почему?
Почему бы не спуститься в час пик, когда никто не спит? Вы такими вопросами задаетесь? У вас разговор с самим собой такой происходит? Почему? Почему, Аллах, почему? Почему ты спускаешься в последнюю треть ночи? Лишь единицы выстаивают молитвы в это время. И в это время Аллах спускается. Говорит, кому-нибудь что-то нужно? У кого-нибудь есть какие-то просьбы, какие-то нужды? Пока мы с вами храпим, Аллах спускается на нижнее небо каждую ночь всей твоей жизни. А мы с вами где? Мы храпим. Так что да, поклоняться вместе с массой поклоняющихся Аллаху, но поверь мне, особенным тебя это не делает. Один из подвижников принял ислам после 20 лет. Через 20 лет после начала откровения он принял ислам после одной из битв. И вот он стоит, приносит присягу посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он стоит и смотрит. Ведь теперь все. И он произносит слова, которые я так хочу, чтобы эта умма поняла. Он говорит, когда меня призывали к исламу, было всего 6 мусульман. Он был одним из тех, кого призывали к исламу в самом начале. Он отказался. И он говорит, когда меня призывали к исламу, было всего 6 мусульман. А теперь я принял ислам 20 лет спустя, и теперь мусульман 1000. Теперь ты просто один из толпы. Вот те, они были особенными. 313 участников битвы при Бадре. 313 участников битвы Бадр. Они не как все остальные. Престиж, брат, престиж. Пока умма дома ждет разговения. С 7 разными блюдами, а ты здесь в мечети, с 3-4 братьями, разговляешься финиками. Вот так, дорогой брат, и заслуживают внимания Аллаха.